Здравствуйте, дорогие зрители! Добро пожаловать на нашу сегодняшнюю международную дискуссию. Мне очень приятно видеть всех вас здесь вместе с моим соведущим Мареком и нашим гостем Дунканом. Марек представит его через секунду. Но перед этим позвольте мне сказать, что сегодня мы собираемся обсудить это историческое событие, глобальный кризис, наше спасение в единении. В подготовку этого форума было вложено сотни тысяч человека-часов и представлена уникальная информация, которая не осталась незамеченной. Все это сделали люди, без без какого-либо специального продвижения, рекламных роликов, кампаний, не используя государственные деньги, не используя какие-то бюджеты. Просто сами люди, потому что они понимают, насколько важна эта информация, благодаря чему этот форум стал вирусным, особенно в социальных сетях, таких как TikTok, например. Кстати, именно так наши гости узнают об этом форуме. Итак, позвольте мне передать слово моему соведущему Мареку. Привет, Марек. Приятно видеть тебя здесь с нами. Спасибо, Тали. Приветствую вас, дорогие зрители. Как Тали уже упомянул, сотни и тысячи человека-часов на подготовку информации, которую вы больше нигде не увидите. И одним из тех, кто вдохновился идеей созидательного общества, этой всемирной инициативы людей из 180 стран, которые поняли, что мы живем в мире с множеством кризисов, и никто за нас их не решит. И этим человеком является наш друг Дункан из Кении. Он узнал о проекте «Созидательное общество», и сегодня он здесь, с нами. Добро пожаловать, Дункан. Спасибо большое. И первый вопрос, который я хотел бы задать вам, Дункан, какая главная идея вдохновила вас, когда вы услышали о проекте «Созидательное общество» в одной из прямых трансляций TikTok? О Созидательном обществе. Когда я узнал о Созидательном обществе, о целях и задачах, которые оно ставит перед всем человечеством в настоящее время, то понял, что это идет параллельно с тем, за что я борюсь. Я коренной житель Кении, центральной Кении, но сейчас мы находимся в северо-восточной Кении, где регулярно дело доходит даже до столкновений между общинами. Часто происходят эти столкновения. И когда я нашел эту платформу, я подумал, что это улучшит меня, и я смогу изменить представление людей о жизни, то, как они смотрят на жизнь, как живут с политической точки зрения, с которой они смотрят на жизнь сегодня, на то, что происходят изменения в окружающей среде через обучение, предоставление связи в тех регионах, где она отсутствует. Спасибо. Да, спасибо. И определенно, у нас очень много разных инициатив, и очень интересно, как форум проходил примерно в то время, когда происходила конференция по изменению климата Организации Объединенных Наций в Египте, или КОП-27 называется. То есть мы все слышим, что там много делается, много чего, но результаты никогда не показывались человечеству, и теперь мы знаем, почему. И знаете, я хотел спросить вас, какие части форума вас больше всего заинтересовали? Возможно, это была первая часть, где были представлены истинные причины изменения климата, или это была часть о решении о созидательном обществе и возможностях нашего человечества. И еще вы сказали нам до этого, что еще до того, как вы увидели этот проект, у вас по жизни было ощущение, что вы хотите чего-то подобного. Да, это то, чего я хотел. И это то, за что я борюсь, даже вот в настоящее время. В том числе и в бизнесе. Как только вы попадаете в сферу бизнеса, вы обнаружите, что сомалийцы воюют с другими сомалийцами, потому что нет даже инфраструктуры, нет ничего. Как сейчас, когда пришло это правительство, это похоже на дом, когда его уже начинают красить, но его стены не растут,
не отстраиваются. Вы видите, что даже торговцы борются с другими торговцами за места в магазинах, и это несправедливо. Дело даже не в одном человеке, дело в общине. Вы боретесь за общину. Вы не боретесь только за одного человека. Я борюсь за всю общину в целом. Я не борюсь за своего брата. Я не борюсь ни за кого другого. Я борюсь за всех, кто рядом со мной. И то, что я увидел на этом форуме, то, почему мне захотелось его посмотреть, это то, что я услышал мнения, похожие на мои, что нам нужно изменить то, чему мы учим наших детей. Мы должны учить их любви. Мы должны научить их тому, как справляться с гневом по отношению к другому человеку. Потому что если вы научите меня любить, я ни за что не смогу причинить вред тому, кого я люблю. Как только вы научите любить, как только вы научите отдавать, как только вы научите прощать, этот человек внесет большой вклад. И я говорил им, я помню, как в Кении мы иногда проводили уроки социального воспитания и этики. Но такое образование, такой предмет вычеркнули. И теперь у нас есть молодежь, которая мародерствует повсюду. Они занимаются черт знает чем. Такими вещами, о которых я даже упоминать не хочу. Они даже безумны, потому что их не учили. А сейчас родители даже не учат своих детей. В обучении детей отсутствует любовь. Нас просто учат, как зарабатывать деньги, начиная со школы. Учат, как стать еще больше, еще сильнее. По каким соображениям? Почему нас не могут научить взаимодействовать с другим человеком так, чтобы это было относительно спокойно? Мы будем счастливы. У нас общие социальные, культурные традиции. Сейчас я даже не могу вспомнить никаких социальных традиций, которые у нас были раньше. Как мы раньше собирались, играли в игры в сообществе. Нет, теперь мы так не делаем. Но единственное, что осталось в каждом сообществе, это футбол, и футбол повсюду. Мы теряем нашу социальную структуру день ото дня. Да, это было несколько моментов, которые вы отметили, и которые действительно очень интересны. И один из них — это футбол. Мы действительно видим, что люди отвлекают, как в Римской империи. У нас есть Колизей, у нас есть UFC, абсолютный бойцовский чемпионат, у нас есть боксер, у нас есть футбол, и людям представляют это шоу, которое отвлекает их от того, что происходит с нашей планетой. Их разделяют в два лагеря. Какую бы мы страну ни взяли, возьмите любую страну, это всегда поляризованное общество, расколотое на две части, которые убеждены, что другая часть нации — их враг. А наш форум был посвящен единению. Он должен был показать людям, что у нас нет врагов. И у нас может быть прекрасная система образования, если мы знаем, для чего мы ее используем, если мы используем ее для того, чтобы вырастить человека с большой буквы. Так что это абсолютно верный аргумент. И, кажется, прямо сейчас в продолжении поднятых вами тем, у нашей техкоманды есть видео, которое является отрывком из этого форума. И я хотел бы, чтобы мы посмотрели это и после этого прокомментировали. Поэтому, пожалуйста, давайте обратим внимание на видео. Спасибо. Сегодня все утверждают, что твое будущее зависит только от тебя. Но так ли это на самом деле? Всегда ли твое мнение действительно учитывается? Не говоря уже о том, что просто выразить свое мнение сегодня может быть рискованно или опасно. Если ты захочешь что-то изменить в жизни общества, то насколько реально это можно сделать? Да, мы можем выбирать тех, кто якобы стоит за те же лозунги, которые совпадают с нашими желаниями. Но когда избранные нами политики приходят к власти, то они воплощают совершенно другое. По факту, кто мы в потребительском обществе? Бесправные, вьючные животные. Давайте посмотрим, как изменится наша жизнь в созидательном обществе. Первое и кардинальное отличие в том, что в созидательном обществе твое настоящее и будущее действительно будет зависеть от твоего выбора. А выбор каждого будет улучшать жизнь всех. Сегодня у нас представительная демократия. Это когда мы выбираем представителей и передаем им власть. А они уже решают, как нам жить, и распоряжаются нашими благами. Деньгами, природными ресурсами и
нашими жизнями. В созидательном обществе власть будет находиться в руках самих людей, и они напрямую смогут ее реализовать, принимая решения на электоральной платформе. Потому что законодательным органом становится народ. С каждым днем люди будут жить комфортнее, обеспеченнее и защищеннее. С полной уверенностью в завтрашнем дне. Например, Анна, женщина 38 лет, жена, мать 2 детей, сотрудник дизайнерской компании, будет напрямую влиять на улучшение жизни общества, не будучи политиком. Как это может быть реализовано? С помощью самых современных технологий создается платформа для рассмотрения инициатив, принятия законов и голосования. Анна установит на свой телефон или планшет приложение. Платформа позволит решать абсолютно все вопросы в режиме онлайн. Теперь мнение Анны будет действительно важно. Оно сразу будет учитываться, так как голосование происходит прямо тут же, на платформе, в электронном формате. Приложение будет простым в использовании, интуитивно понятным любому человеку. Разработано для удобства пользователя и полностью защищено от возможности подделки результатов. Самое главное, что Анна будет тратить не более 30 минут в неделю на то, чтобы проголосовать на платформе. Она сможет, сидя в кафе, пока ее дети занимаются спортом, ознакомиться с актуальной повесткой и просто отметить галочкой «да» или «нет» около каждого вопроса. Приложение будет доступно каждому совершеннолетнему человеку, независимо от места жительства, пола и технических возможностей. Ведь в созидательном обществе важен каждый человек. С учетом сегодняшнего уровня технического развития, создать такую платформу абсолютно реально. Много эффективных разработок уже успешно тестируются в разных странах. Использование такой платформы позволит избавиться от ненужных посредников и перейти на эффективное самоуправление. Что такое самоуправление, спросите вы? Самоуправление — это, по сути, прямое принятие решений людьми. Вы сами будете принимать законы и решать, какие для вас приемлемы, а какие нет. При этом будут приветствоваться любые инициативы для улучшения жизни людей. Инициатива может быть местного, государственного или глобального уровня. Специалисты разрабатывают и предлагают законы, варианты решений и реализации того, чего хотят люди. Например, Анна — дизайнер, поэтому она решила внести инициативу разработать эргономичные и комфортные сиденья в общественном транспорте в ее стране. Вы можете сейчас подумать, как я буду принимать законы? Как я разберусь в таком количестве информации? Ведь я не юрист. Но на самом деле законов для рассмотрения будет крайне мало. Они будут поданы в простой, понятной форме и с обязательным разъяснением, как конкретно это отразится на твоей жизни. Что будет гарантировать эффективность самоуправления? Все очень просто. Вначале должен быть принят закон об электоральной платформе. Он закрепит право человека вносить предложения и принимать законы. Также он закрепляет электоральную платформу как механизм реализации такого права. Таким образом, человек напрямую, без посредников, участвует в принятии решений и законов. Внесение 8 основ созидательного общества в Конституцию и их неуклонное соблюдение гарантирует эффективность самоуправления. Это самые главные нормы жизни человека и общества. Все остальное законодательство должно соответствовать этим нормам, то есть не нарушать их. Таким образом, в созидательном обществе будет невозможно принять решения, которые ухудшают положение человека, либо угрожают его жизни, свободе и безопасности. Например, сегодня Анна решила после фитнеса встретиться с подругой, приехала в ресторан на 30 минут раньше. Это время она заранее выделила в календаре, чтобы зайти на электоральную платформу. Она ознакомилась с тем, какие инициативы и законопроекты открыты для голосования.
А для принятия решения ей нужно лишь ответить самой себе на вопрос: насколько это улучшит мою жизнь? И дать ответ, согласна она или нет. Разве Анна не разберется, что ей выгодно? Конечно, разберется. К примеру, Анне пришли на голосование 2 законопроекта: разрешать строить дома на берегу водоемов или нет. Суть каждого законопроекта будет кратко и понятно изложена, со всеми пояснениями «за» и «против». Первый законопроект предлагает строить дома не ближе, чем 200 метров от берега, с учетом сохранения экологии. Также предусматривается для всех свободный доступ к водоему с общественным пляжем. Второй законопроект предлагает разрешить постройку прямо у воды. В этом случае возможность иметь дом с выходом к воде получат лишь единицы, а значит, общего доступа к водоему не будет. Кроме того, это навредит экологическому балансу. Как думаете, какой вариант выберет Анна? Таким образом, люди будут сами заинтересованы в принятии решений, потому что это повлияет на улучшение их жизни. Безусловно, все сложные моменты должны проработать специалисты. Любую инициативу сначала рассматривают под углом, как это повлияет на жизнь человека. Разрабатывают простое и понятное экспертное предложение. Вы спросите, как будет происходить контроль за исполнением? Он будет простым, прозрачным и будет осуществляться на этой же электоральной платформе. Все, кто сейчас имеют власть над нами, те же политики, в созидательном обществе будут ответственными исполнителями и не более. У них не будет привилегий, неприкосновенности, иммунитета. Закон будет работать одинаково для всех. Если они не справляются, то подлежат отзыву в любой момент. Лишившись власти, политик автоматически становится исполнителем. Он становится работником, которого нанимаем мы, люди. И как заказчики мы в любой момент можем расторгнуть контракт с таким наемным работником. Внедрение современных технологий, в том числе искусственного интеллекта, позволит избавиться раз и навсегда от коррупции и бюрократии. Будет полная прозрачность в назначении исполнительных лиц, прозрачность в движении средств и реализации проектов. Все это будет контролироваться обществом через электоральную платформу. Как будут решаться вопросы на международном уровне, спросите вы. Международного уровня больше не будет. Человечество станет единым народом. Везде, в любой точке мира, будет единый закон, единое время и достойные условия жизни для каждого человека. Сейчас мы разделены на страны, национальности, государства. В созидательном обществе национальная культура, история и традиции сохранятся, но при этом мы будем единым народом. Все это исключит войны и любые конфликты. Создание объединенной цивилизации открывает новый этап в эволюции человечества и перспективы стремительного развития. Созидательное общество — это прекрасное будущее для каждого человека и человечества в целом. How much of an inspirational video it is? Насколько это вдохновляющее видео, верно, Марок? Вот что ты думаешь? Да, на самом деле это пролило много света на понимание того, как действительно разрешить наш сегодняшний кризис. Потому что, как сказал Дунган, большинство проблем возникают по вине политиков, которым мы регулярно делегируем свою власть, верно? Так что в итоге мы, люди, нужны политикам только в день выборов, когда мы отдаем им свои голоса, верно? А потом они просто делают то, что хотят. Но это решение действительно то, что может изменить ситуацию. Что вы думаете, Данкан? Большое спасибо. Я думаю, что мы очень сильно зависим от политиков в решении наших проблем. По-хорошему, они просто этого не делают. И это международная
дело. Потому что я думаю, что даже в таких случаях, как война, все это бизнес богатых людей. А кто эти богатые люди? Это политики. Потому что мы видим, мы не понимаем сейчас, почему в Эфиопии все еще идет война. Например, вот одно племя, а вот другое. Но есть ополченцы, и эти ополченцы воюют с ополченцами. Жители деревень просто живут спокойно, а ополченцы из этих мирных деревень выходят убивать других ополченцев. Но вы видите, что там на земле живут мирные люди, и они в хороших отношениях. Но тот политик, за которого вы боретесь, ничем с вами не поделится. Тот политик, за которого вы боретесь, в итоге сядет рядом с бассейном и будет пить свой любимый виски. Почему же вы начинаете выпрашивать объедки? Это то, о чем мы должны говорить. То, о чем мы должны говорить. И также вот о равенстве. Нам нужно что-то, что благодаря вот создательному обществу я могу увидеть равенство. Потому что в Кении я работаю как специалист, вот как техник. Если бы я работал в США или в другой развитой стране, мне бы потребовался, может быть, 1 год. И, возможно, я даже построил бы себе дом. Но здесь я должен трудиться 10 лет, 20 лет. И все равно 20 лет. Все равно ничего не добьюсь. Просто потому, что в этом причина. Нам говорят, что в Америке мусорщик едет в отпуск. Мусорщик! Сборщик мусора. Сборщик мусора едет в отпуск. Сейчас задаюсь вопросом, а что делаем мы в Южной Африке? И эти люди все еще приезжают сюда. Если бы мы были настолько бедны, никто бы даже не захотел сюда приезжать. Но у нас есть ресурсы и энергия, все то, что нам дано. Однако у нас нет независимости, которую нам якобы дали. Потому что если бы нам предоставили независимость, то МВФ, Всемирный банк был бы за нас. Они бы нам давали деньги и говорили бы, что на этих условиях мы собираемся продать вот это, мы собираемся использовать такое-то удобрение на вашей ферме, будем учить ваших детей тому-то. Но это условия, которые нам не говорят. Возможно, они говорят только нам, кенийцам. Это закрыто. Это секретные документы, и нас не просвещают, потому что если бы это все было открыто, если бы правительство было прозрачным, мы бы голосовали против этого. Я не думаю, что нам нужны правила эти. У нас есть свои правила, у нас есть свои ресурсы, у нас есть все. Все, от чего мы хотим избавиться, так это от эксплуатации. Я совершенно с вами согласен. И это не только проблема конкретных стран. Я уверен, что если мы поговорим с любым человеком, независимо от того, насколько вот развитая страна, Соединенные Штаты, Великобритания, любая другая страна, Германия, люди чувствуют то же самое, как будто их эксплуатируют. Даже если вы подумаете о стандартах работы, мы работаем по 8 часов в день, 5 дней в неделю. Это является стандартом со времен паровых машин. Это стандарты столетней давности, да, паровых машин. И в наши дни с развитием технологий люди не должны так много работать. И люди даже не задумываются об этом. Знаете, на днях я зашел в ветку комментариев на TikTok, чтобы проверить, что люди на самом деле говорят в разделе комментариев об этом самом видео, которое мы только что посмотрели. И один из комментариев звучал так: «Ничего себе, вау! Они предлагают 1 часов поезд для всего человечества. Зачем? Что это изменит?» Я подумал, люди даже не чувствуют, даже не задумываются о том, насколько это объединило бы нашу цивилизацию. Как это единственно может иметь одно, как-то естественно иметь это одно время, 1 часовой пояс, 1 часовой пояс, да. И один универсальный код, а не так, что вот как Кения 254, Уганда 256, 1 код всего. Конечно, код всей нашей человеческой цивилизации. И с нами есть еще один гость из Германии, это Мерва, и она также смотрела форум, и я хотел бы услышать ваше мнение. Могли бы вы поделиться с нами, как было для вас, каковы ваши впечатления? Какая часть для вас была самой важной? Привет, да, я из Германии.
И должна признаться, что не смотрела весь форум, потому что мне было как-то страшно видеть, что происходит. И поэтому я не смогла посмотреть все это. Но да, это было просто страшно. Вы имеете в виду климатическую часть форума, верно? Да, климатическая часть, начало. Да, это было страшно, но, знаете, с одной стороны у нас есть выбор отвернуться, с одной стороны. Но дело в том, что если отвернуться, это не значит, что этих проблем не существует. И именно поэтому тысячи людей работают над этим, чтобы донести правду до людей. Потому что только если мы будем знать эту информацию, только в этом случае мы сможем принять меры, предпринять соответствующие действия, которые могут спасти всех нас от того, что нас ожидает. Да, Марк, если ты позволишь мне прервать тебя на секунду, мне кажется, что это очень интересная тема, которую можно было бы поднять, потому что в разделе комментариев на TikTok люди, в зависимости от того, в какой части форума они присоединились, говорят, что это самая вдохновляющая вещь, которую я видел за всю свою жизнь, или самая страшная вещь, если они смотрели только первые часы. Итак, если они смотрели только последние часы, это самая вдохновляющая вещь. Если смотрели первую, то это выглядит страшно. Но в этом-то и дело. Вы должны осознавать все происходящее вот полностью, да, в комплексе. У нас осталось всего 6-5 лет относительно спокойных лет, прежде чем климат начнет очень быть яростным. Поэтому для нас лучше знать эти вещи. Еще одна вещь, которую мы обсуждали с нашими волонтерами после форума, кто участвовал, это то, что мы подаем информацию о климате очень мягко, аккуратно и легко, чтобы никого не напугать. Поверьте мне, друзья. Мы представили это настолько мягко, насколько это возможно. Но, возможно, было что-то, что вы смотрели, что хотели бы прокомментировать из всего форума. Я думаю, для меня было примечательно то, что так много ученых работают над этим вместе через эту платформу проекта «Созидательное общество», и что они собирали эту информацию в течение 10 лет, я думаю. Поэтому для меня было невероятным, что может произойти, если люди объединятся. И да, именно поэтому я подумала, если они могут сделать такой большой форум на стольких языках, почему мы также не можем что-то изменить? Совершенно верно. И именно поэтому мы здесь, чтобы вы могли поделиться вот своим вдохновением. Потому что только вместе, только потому что мы должны понимать, что созидательное общество — это проект каждого. Это не то, как, например, когда мы делаем прямые трансляции в ТикТок, вот люди там спрашивают: ладно, а что в таком случае сделало бы созидательное общество? Как они решают ту или иную проблему? И что нам нужно понять, так это то, что проект «Созидательное общество» — это просто шанс. Это просто возможность объединить всех нас. И как вы очень правильно отметили, если мы объединимся и будем действовать в одном направлении, то мы можем увидеть такой потрясающий результат, как вот эта конференция, форум, длившийся 11 часов, синхронным переводом на 150 языков, на которых, кстати, говорит 90% населения всей планеты на этих языках. Так что в самом деле очень знаменательно. И что нам нужно достичь, чего мы хотим добиться, это чтобы эта информация дошла до как можно большего количества людей, потому что только если люди будут проинформированы, они смогут предпринять необходимые действия. Как сказал наш друг Данкан, многие люди чувствуют, что с нашим обществом что-то не так, и это приводит, скажем так, к отдельным действиям. Но мы должны понимать, что никакие одиночные действия не приведут к успеху, потому что перед нами стоит глобальная проблема, и мы сможем добиться успеха только если объединимся. И поэтому я очень благодарен вам за то, что сейчас вы участвуете в этой международной дискуссии, которая может мотивировать также и других людей, верно? Тали, как ты думаешь? Да! И я знаю, что у нас, у участников, есть даже опыт совместного
создания видео на TikTok, создание этих вот дуэтов, поиска видео людей, которые реально запостили что-то. Например, на TikTok есть видео, которые набирают миллионы просмотров. Вы можете себе это представить? Один человек может рассказать миллионам людей об этом форуме. И тут начинается цепная реакция. И таким образом много людей присоединяются. Я уверен, что в некоторых странах люди думают: о, хорошо, большинство людей понимают английский, так что этого достаточно. Но нет, есть миллионы людей, которые говорят только на определенном языке в этом регионе, помимо английского. И не поймут только если кто-то сделает перевод. И у нас так много людей, которые переводят на местные языки, что очень важно. И один момент в комментариях, о котором вот вы также тут говорили, это вопрос о герое, вот, о супергерое. Они говорят: о, дела с климатом идут так плохо, что нам нужен Супермен или Бэтмен. И я должен ответить на это: извините, но кто-то в кожаных штанах и белье поверх штанов не придет и не спасет нас. Потребуется единство всех людей. Да, мы все простые, обычно люди, но все вместе мы сможем изменить ситуацию. И, Дункан, вот как вы думаете, какой шаг может предпринять каждый из нас, чтобы проинформировать людей об этом форуме, чтобы на самом деле начать действовать по внедрению созидательного общества на юридическом уровне, как мы это обсуждали ранее? На этом этапе, на котором мы находимся, нам, вероятно, нужно найти какое-то вот это вот испытательное место, да, вот, может быть, с менее коррумпированными режимами, менее коррумпированными странами, или, может быть, небольшими обществами, да? Потому что в наше время нам нужно проинформировать людей и даже что-то вот показывать. Что-то показывать, да, вот мы должны прийти с чем-то познавательным, таким вот, демонстративным, чтобы вот показать. Мы должны прийти с чем-то существенным. Вот то, что делается здесь. Вот то, что происходит в Китае в течение последних 6 или 7 месяцев. Вот то, что мы начали делать. Потому что я думаю, что будет много критики, усилий, чтобы, возможно, сломить нас, проект «Созидательное общество». Но мы должны больше бороться. Мы должны информировать людей. Мы должны размещать видео на наших страницах в социальных сетях, на платформах социальных сетей. Да? Мы должны просвещать и просвещать, рассказывать. Где бы вы ни увидели, возможно, какая-то дискуссия, вы видите там много комментариев, может быть, вы можете вот добавить видео, потому что люди будут это все просматривать. Пусть все узнают о созидательном обществе, пусть даже правительство принимает участие, потому что мы не можем сказать, что все политики коррумпированы. Как раз-таки есть те, кто понимает, что дело не терпит отлагательств, и они связываются с соответствующими людьми. Эта информация, распространение этой информации — это вот такой вот экспериментальный этап. Мы находимся на экспериментальной стадии, да, вот предоставляя информацию. Я думаю, что мы это вот протестируем, а затем мы продолжим. Мы будем продолжить информировать об изменении климата. По поводу изменения климата люди должны, вот мы просвещать должны всех людей. Мы должны просвещать людей по вопросам изменения климата. Это вот загрязнение, все, что связано с промышленностью, крупной промышленностью, загрязнение рек. Везде есть вулканы. Я не знаю об этом, я вот не ученый, но мы должны просвещать людей о том, что это происходит. У нас всех один путь, и этим же путем идет и вот руководство. И как только мы создадим вот эту вот структуру руководства, да, и покажем людям, что это путь вперед, в зависимости от того, сколько лет это займет, мы будем лучше для всех на этой планете. И я очень счастлив по этому поводу. Вот также вот это вот приложение, приложение для голосования, это очень хорошо, и это нужно показывать даже вот в таком маленьком коротком видео небольшом. Это должно быть вот Reels, вот эти вот короткие шорты на Ютубе, чтобы вот вкратце показать людям, что они могли бы получить. Мы можем донести это послание до очень многих людей. Вот. Спасибо большое. Спасибо, Дункан. Очень важно проинформировать людей так, чтобы они понимали и действительно поняли. Нет, я хотел бы задать мэру 2 вопроса. Первый вопрос. Что для вас самое интересное
в проекте созидательного общества. И как, по-вашему, мы должны делиться этой информацией в еще вот более понятной форме, чтобы у людей было что-то вроде чтобы они были мотивированы узнать больше о созидательном обществе? That's a very good question. Это очень хороший вопрос. Самое интересное в проекте то, что он действительно объединяет всех. Неважно, какой религии, какой цвет кожи и так далее, тому подобное, откуда ты. Это то, что мне действительно нравится, потому что ничего подобного больше нет. Я знаю, что это проект, который действительно объединяет всех, и он не основан на какой-то религиозной секте или что-то в этом роде, как иногда думают люди. И также он предлагает уникальный способ изменить нашу текущую систему. Да, и как лучше донести это людям, это хороший вопрос. Я тоже об этом думаю, потому что у нас, конечно, есть все эти каналы в ТикТок и Инстаграм, и мы общаемся напрямую с людьми, размещаем баннеры, носим толстовки с логотипом, но какой способ был бы еще лучше, я не знаю, если честно. Не знаю, я тоже думаю об этом. Вот почему я здесь, также для того, чтобы получить больше идей, как сделать это лучше. Да, на самом деле, это очень хорошая мысль, которую вы только что рассказали, что люди хотят знать, что делать и как делать. И я заметил, что многие люди после этого форума начали делать то, чего они не делали никогда раньше. Они начали публиковать видео в ТикТоке со своей вот реакцией, да, вот со своим требованием построить созидательное общество, внедрить его основы, сделать общество самоуправляемым. И то, что я видел в комментариях, так это то, что некоторые видео просто взорвали интернет и набрали так много просмотров, сотни тысяч, даже вот миллионы. А другие видео, в которых были просто я хочу поговорить об этих вещах», они не набирали слишком много просмотров и слишком много лайков, и они такие: перестань это делать. Ты подумал: а давай-ка я подбодрю этих людей, давайте-ка я напишу пару комментариев, сделаю дуэтное видео, просто сделаю его репост на своей странице. Это так вдохновило людей, что они просто начали продолжать делать это, потому что видели: кто-то обращает внимание. Но дело в том, что мы все видели это видео так или иначе. Мы знали об этом видео. Это просто для того, чтобы дать вот какую-то обратную связь. Это просто поощрение таких людей, как и мы сами, что это действительно круто. То, что вы делаете, это здорово. Люди действительно любят взаимодействие. Так что, если вы заинтересованы в проекте, даже на наших стримах мы часто видим это, потому что мы выходим в прямой эфир несколько раз в неделю, иногда даже дважды в день. Так что все наши зрители смогут присоединиться к нам. Иногда нам комментируют люди, говорят: я из Лондона, я из Саутгемптона. Привет, мы живем так близко друг к другу, мы даже не знали об этом. И мы оба хотим участвовать в одном проекте. Давайте объединимся вместе, сделаем какую-нибудь крутую штуку. Знаешь, прошу прощения, что прерывательно, но сейчас вот есть, просто вспомнил один момент касательно наших прямых эфиров, потому что есть много людей, которые просто присоединяются к эфиру, следят за дискуссией и пишут негативные комментарии. Что-то вроде хейтеров, что-то типа того и тому подобное. Но почему-то их тянет посмотреть еще раз, еще и еще раз, участвовать в другом стриме и так далее. И вот однажды мы пригласили одного из этих джентльменов присоединиться к нам на стриме. И он не мог в это поверить. Это был совершенно другой человек. Он начал вести себя вежливо. Он был конструктивен и очень открыт для дискуссий и для общения и так далее. Так что я сделал для себя один вывод. Людям комфортно, скажем так, когда их не видят, да, и так далее. Поэтому они говорят и ведут себя совершенно по-другому, когда их лицо видно, и они как бы вот выходят из этой вот зоны комфорта. И что вдохновило меня приглашать все больше и больше людей для живого общения, как сказала Мерве,
что когда вы встречаетесь с людьми лицом к лицу, это совсем другое, чем когда вы просто переписываетесь в чате или просто делитесь информацией и так далее. Поэтому я хотел спросить Данкана, что вы думаете, как мы можем мотивировать больше людей выйти из зоны комфорта, пригласить их проявлять инициативу и понять, что на самом деле это также и их проект? Да, на экспериментальном этапе, я думаю, все, что каждому из нас нужно делать, это когда вы подходите к кому-то, да, например, это вот, кстати, меня, да, я подхожу к кому-то, я рассказываю ему, что есть вот такое вот созидательное общество. Я стараюсь подходить к людям с мобильными телефонами, с ноутбуками, к людям, у которых вот есть связь. Я пытаюсь им объяснить, я даже помогаю им зарегистрироваться на сайте, потому что потом, когда вы общаетесь с 2 или 3 людьми, они всегда хотят получить какую-то вот выгоду, да? Будем ли мы получать за это деньги? Получим ли мы вот также что-то там? Там есть богатые люди и все такое, да? Это то, о чем не спрашивают. Финансирование, все спрашивают о финансировании. Это международная организация, и мы должны сделать так, чтобы она росла. Нам нужно идти к властям. Мы должны проводить встречи, может быть, в ближайшем будущем, потому что я хочу принимать участие. Если у нас будут встречи, я хочу участвовать в этом. Если у нас будут встречи в Африке или где-либо, я хочу приехать. Нужно подумать, вот как это сделать, как это осуществить. Следующее. Это продолжать создавать вот эти вот большие видео на всех платформах. Вот в Telegram, в группах WhatsApp, вы знаете, я даже оповещаю в своих статусах WhatsApp, как обстоят дела и вот что происходит. Мы должны научить людей многому. Главное — показать им, что мы из ничего создаем что-то. Мы должны показать им, вы знаете, вот мы должны показать им эту прозрачность. Правительство должно быть прозрачным в своих делах. И я верю в то, я считаю, что один из вопросов, который кенийцы хотят знать, они хотят прозрачности в делах правительства. Это как 2 года назад какая-то ручка стоила 10 тысяч кенийских шиллингов. Это $100 за ручку. Ручка, простая ручка, которая стоит там 20 центов. Вот этих вот 20, $1/5, даже меньше. И вы видите при их проверке, что ручка стоит 10 тысяч шиллингов. Даже моя арендная плата за дом составляет 10 тысяч шиллингов кенийских. Только 8 тысяч. И это только ручка. Это то, что мы должны изменить, потому что эти люди лишают нас информации о том, что они делают, о том, как они ведут свои дела. Мы были бы на одном уровне с европейскими странами. Мы были бы на одном уровне с ними, потому что именно отсюда поступает сырье. Мы были бы богаты, я вам говорю. Но из-за отсутствия прозрачности мы должны показывать людям то, что мы имеем. Мы должны показывать людям негативную сторону правительства. Так покажите же им положительную. Так и должно быть. Это должно быть показано везде. Дело не в проверках. А вы проводите проверку через год, видите, что несколько миллиардов пропали, пытаетесь восстановить эти видеозаписи, но их нет, время прошло. Нет никаких доказательств того, что они были утеряны. Вот с чем мы хотим покончить в этом мире? Я хочу чувствовать себя свободным. Я хочу поехать в Америку таким способом, чтобы мне нравится, вернуться обратно. Я хочу объехать весь африканский континент, чтобы меня не спрашивали ни визы, ни еще чего-либо. Если бы американцы путешествовали из Нью-Йорка в Атланту, вот представьте, вот, да, я не могу переехать даже из Кении в Южную Африку. Существуют ограничения.
Это те ограничения, с которыми мы хотим покончить. И это те ограничения, с которыми мы хотим покончить. Мы хотим, чтобы мир был единым, потому что в Африке нет человеческой блага, как есть в Америке, но мы все едины. А созидательное общество, оно действует как президент всего мира. Это то, что мы хотим видеть. Это как зонтик, который укрывает всех вот в своем сообществе. Мы хотим, чтобы в этом сообществе все, что делается во всем мире, было законно, чтобы вот не было коррупции вот ни в одной стране мира. Я бы это поддержал бы очень сильно. Если кто-то спросил, как вы собираетесь противостоять всему этому, потому что я вот задаю вопрос, как вы планируете, как у вас здесь офисы, вы собираетесь создать офисы, вы ведь хотите их создать? Мы же не можем полагаться на социальные сети, только находиться только вот в социальных сетях. Но должны быть физические офисы, но должны быть места, где мы можем хранить любую информацию, даже вот на бумажных носителях, вот в каждой стране. Но если мы говорим, что наши офисы находятся на Facebook, на TikTok, все же у нас должны быть офисы, куда мы должны прийти. Ну, вот вы знаете, вот я думаю, что вы поняли меня. Да? Yeah, Duncan, that's a Да, beautiful Дункан, message. это вот прекрасное послание. То, что ты сказал сейчас, это звучит нормально, отлично. Ну, я думаю, знаете, что это должно быть нормальным. Это не просто недостижимая мечта объединить континенты, даже вот весь мир. Так это должно быть нормально. То, что мы действительно предлагаем в нашей четвертой основе созидательного общества, это полная прозрачность, особенно в финансовой сфере. Да, особенно там. И спасибо. И вот затем я хотел бы спросить Мерва выступить с каким-то вот вдохновляющим посланием для людей, которые только что присоединились к нам, которые никогда не слышали о проекте «Созидательное общество». Может быть, поделись своим вот личным опытом. Почему вот вы решили преодолеть свои страхи и начали снимать видео в TikTok? Хотя я знаю, что вы рассказывали, что вроде бы вы такой застенчивый человек, и вы не привыкли снимать видео и публиковать в интернете, но вы переступили через эти неудобства, потому что было очень важное послание, которое вы должны донести до людей. Вот что заставило вас приступить через это, и что для такого вдохновляющего вы хотели бы сказать другим людям? Но если вы посмотрите форум, то станет очевидным, что это единственный шанс выбраться из этой неразберихи, в которой мы сейчас находимся, с этими климатическими катастрофами, которые будут усиливаться еще больше. И как только вы поймете это, я имею в виду, что есть много других причин, почему идея созидательного общества уже давно назрела. Оно просто отсекает все, оно крайне необходимо. Мы не можем поступить иначе. И понимая это, я имею в виду, это меня вдохновляет. И в то же время это немного меня и пугает, но очень полезно иметь контакт с другими участниками. Это мотивирует тебя, потому что ты видишь, что они делают, и вы помогаете друг другу, вы контактируете, вы просто постоянно сосредоточены на том, чтобы построить что-то лучшее. И именно поэтому я здесь. Что я хотела еще добавить? Я думаю, будет лучше, если мы будем проводить больше встреч вживую. Конечно, онлайн — это здорово, это также прекрасно, ведь можно общаться со многими людьми, и мы думаем организовать что-то подобное в Германии, где мы могли бы встретиться с людьми, не только нашими участниками, но и с теми, кто заинтересовался проектом, потому что после короны все хотят снова общаться, и совсем другое дело, когда мы, как проект созидательного общества, мы можем представлять себя в реальных лицах. Не знаю, заметили ли вы, но некоторые люди считают нас искусственным интеллектом из-за некоторых видеоматериалов. Да, неважно. Но так они могут увидеть, что здесь реальные люди, нормальные люди. У нас есть тоже нормальная работа. Мы продолжаем делать это добровольно, просто чтобы построить лучший мир. Я думаю, что это гораздо лучше видно именно при личной встрече. Да, я абсолютно согласен с вами, Мерве. И знаете, я понимаю, что мы пользуемся интернетом, мы пользуемся социальные сети по одной причине. Это информирование людей. Но когда мы перейдем ко второму этапу реализации, нам очевидно, что нужно будет встретиться лицом к лицу, чтобы выработать решение по реализации созидательного общества
в нашем районе, регионе и так далее. И могу поделиться своим опытом. Вот у нас есть офис в нашем городе, куда мы регулярно приглашаем людей. То есть каждую среду после 17 часов вечером, да, мы там находимся, и люди могут просто приходить, и мы можем обсуждать все вопросы, все. И я действительно вижу, что это очень большое преимущество общаться с людьми вживую, потому что это другое измерение, это просто вот, чем просто вот встречаться через интернет. Поэтому я действительно вижу возможности в этом. Но это должно быть инициировано нами, потому что кто еще это сделает, если не мы? Поэтому я хотел бы поблагодарить вас за сегодняшнее участие. Я хотел бы поблагодарить вас за то, что вы преодолели все эти колебания, все эти сомнения. И я очень рад видеть новые лица. И это доказывает, что созидательное общество — это проект, который распространяется по всему миру и который вдохновляет людей. Потому что люди чувствуют безупречность проекта. И, дорогие зрители, если вы хотите узнать больше о проекте «Созидательное общество», пожалуйста, заходите во все социальные сети. Вы можете увидеть всю информацию в TikTok, в Твиттере, в Фейсбуке. И вы даже можете написать нам письмо по адресу info@creativesociety.com. Я также хотел бы призвать посмотреть онлайн-форум, который вы можете найти на YouTube и на сайте creativesociety.com, где вы найдете много информации о самом проекте. Итак, Тали, несколько заключительных слов от тебя. Well, Да, что касается наших зрителей, то обязательно ознакомьтесь с проектом. Многие люди, которые присутствуют здесь с нами, даже не посмотрели вот всю конференцию. Я знаю, что она длинная, длится 12 часов. В одном из видео в ТикТоке говорится, что это так долго, целых 12 часов. Но если это не самое важное 12 часов в вашей жизни на следующие 6 лет, то я не знаю, что может быть важнее этого. И на самом деле не так уж сложно разбить ее на несколько частей, потому что все мы посвящаем несколько часов в день просмотру социальных сетей и тому подобное, что совершенно не нужно, и что можно отложить, по крайней мере, на некоторое время. Таким образом, мы узнаем, что на самом деле происходит в мире, и почему так важно обладать информацией. Потому что все наши решения в конечном итоге основываются на информации. И да, люди могут самоорганизовываться, у нас могут быть офисы, мы можем обратиться к местным политикам и сказать: «Эй, уважаемый политик, если ты хочешь, чтобы я голосовал за тебя, пожалуйста, реализуй созидательное общество, и тогда ты получишь больше голосов». А потом, когда политик увидит, что в этом есть электоральный запрос, тогда мы придем к практической стороне внедрения созидательного общества. Но прежде всего очень важно повестить всех людей и просто говорить через видео в ТикТоке, Инстаграме и так далее. Это так здорово. Мы также можем клеить на наши машины наклейки, просто использовать все, что угодно, ходить на подкасты, формировать ТВ-ведущих, писать статьи, иметь товары с логотипом созидательного общества. Это просто бесконечные возможности. Пойдите в местную кофейню, расскажите им об этом, предложите повесить там знак проекта созидательного общества с QR-кодом, чтобы посетители могли его отсканировать. И вы будете удивлены. Я думаю, что, возможно, они не позволяют разместить мой плакат в их кофейне, но никто не отказался. Я заходил в каждый магазин, никто не отказался, и все они были рады этому плакату, потому что люди поддерживают местных жителей. Если у вас есть инициатива, и вы, как и многие люди, недооцениваете, очень много людей недооценивают, насколько велик наш потенциал, насколько велика наша сила, когда вы общаетесь с людьми. Вот они хотят услышать от вас решение о том, что вы делаете, что вас вдохновляет. Так что на самом деле не делиться информацией значит обворовывать других людей. Ты лучше не скажешь. Если вы не знаете о созидательном обществе, о его возможностях, и не делитесь информацией, вы крадете свое собственное будущее тех людей, которые могли бы жить в созидательном обществе. Но вы препятствуете им утаивать информацию. Поэтому, пожалуйста,
пожалуйста, не будьте жадными, когда дело доходит до обмена информацией про проект создательного общества. Размещайте комментарии. Какие темы вы хотели бы обсудить, вот, или хотели бы, чтобы мы обсудили. Также поделитесь этим видео со всем интернетом, своими личными впечатлениями. И спасибо вам, наши дорогие зрители, гости, за то, что вы были с нами сегодня. Дункан, было очень приятно общаться с вами. Мервей, было очень приятно видеть тебя сегодня здесь с нами. И, ребята, до скорой встречи на наших следующих прямых эфирах. Спасибо, пока. Спасибо, пока. Thanks, bye. Спасибо, пока. Sure.